Добрый вечер. Как всегда, в четверг вечером на телеканале АТР, ток-шоу «Перекресток», и я с вами, Нариман Джилял. Сегодня мы предлагаем вам поговорить о теме достаточно глобальной, а именно об попытках интегрировать бывшее постсоветское пространство и о том, чем эти попытки все-таки заканчиваются, какие у них перспективы. Я хочу напомнить, что в процессе развала Советского Союза 8 декабря 1991 года руководители Беларуси, России и Украины в Беловежской пуще подписали соглашение о содружестве независимых государств. Это была, наверное, первая интеграционная структура, которая должна была воспрепятствовать тому болезненному процессу, который происходил в результате распада некогда могучего Советского Союза. Позднее, при участии в первую очередь России, на постсоветском пространстве стали возникать новые структуры, в частности, это зона свободной торговли, Евразийское экономическое сообщество, в ее рамках Таможенный союз и Единое экономическое пространство. И вот как раз поговорить о том, насколько Украина участвует в этих структурах и насколько было бы ей выгодно или невыгодно быть членом подобных структур, мы сегодня вам и предлагаем. Нашими гостями сегодня в студии являются политики, эксперты. Я хочу сразу же вам их представить. Это заместитель директора по науке украинского филиала Института стран СНГ Анатолий Филатов, депутат Верховного Совета АРК Рустам Тимиргалиев, и известный в Крыму и не только журналист, политический обозреватель Павел Казарин и руководитель отдела внешних связей Меджлиса крымско-татарского народа Али Хамзин. Добрый вечер, уважаемые гости. Однако, прежде чем я начну беседу, я хочу вам напомнить, уважаемые телезрители, что, как всегда, мы предлагаем вам поучаствовать в интерактивном опросе. Сегодня я предлагаю вам ответить на такой вопрос. Считаете ли вы выгодным для Украины членство в Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве? Если вы считаете, что да, то звоните по телефону 55 13 06. Если же вы не согласны с выгодой Украины в этих структурах, то звоните по телефону 55 13 07. Ну, а мы приступаем к беседе. И первый вопрос, Анатолий Сергеевич, хотелось бы задать вам. Все-таки представляете Институт стран СНГ, а именно о Содружестве независимых государств, хотелось бы сначала завести речь. Скажите, пожалуйста, вот СНГ было создано достаточно давно, да, фактически вот это такая точка в распаде СССР была. Что сегодня представляет собой вот эта структура? Какие процессы происходят в рамках СНГ? То есть насколько эта структура показала свою жизнеспособность? Если вы позволите, начну с небольшой ремарки. Институт стран СНГ – это второе название, оно хотя более всего распространено, а вот основное название – Институт диаспоры и интеграции. То есть вот я специально акцент делаю на интеграции. А что касается непосредственного вашего вопроса, то, наверное, нужно исходить из того, кто какие определения дает Содружеству независимых государств. Есть как бы две, по сути дела, альтернативные точки зрения. Одна говорит о том, что СНГ – это такой своеобразный формат мирного развода бывших постсоветских республик. Другая точка зрения представляет СНГ как площадку для сохранения тех социально-культурных, экономических и в определенной степени политических связей, которые были между республиками бывшего Советского Союза. Фактически в соглашении прямо об этом говорилось. Да. Вы знаете, мне кажется, что и в том, и в другом формате, я не хочу сейчас в дискуссию вступать по этому поводу, мне кажется, что в обоих этих форматах СНГ оправдал, так сказать, себя как форма содружества. Об этом говорит тот факт, что ежегодно проходят встречи, есть консультации. То есть он эту площадку держит. И я думаю, что СНГ во многом позволил более глубоко развивать связи между новыми независимыми государствами, как любят говорить, в англо-американской среде. Поэтому только позитивно можно оценивать сам факт существования Содружества независимых государств, с учетом того, что фактически только 3 бывшие советские республики нашли свое место в новой политической, даже геополитической конфигурации. Речь идет о прибалтийских республиках. А Грузия?
Ну, Грузия, по-моему, не является членом ЕС, она только стремится. Но вышла уже из СНГ. Ну, мы знаем, по какому поводу она вышла из СНГ. Кстати, мне кажется, что, опять же, СНГ во многом позволил избежать такой цепной реакции военных конфликтов. И мы знаем, что и в Приднестровье, и в Нагорном Карабахе эти военные конфликты не охватили другие территории, они были локализованы. Вы упомянули Грузию. Грузия вышла вследствие провала кампании по попытке насильственно вернуть свой состав республики, которые прогласили. Ну, давайте не будем углубляться. А вот я хотел бы привести фразу второго президента Азербайджана, это Абульфаз Эльчебей, который вот, достаточно критично оценивает СНГ и говорит как раз-таки вот касательно конфликтов, что лидеры СНГ не сделали хоть одной серьезной попытки уладить, в данном случае армяно-азербайджанский конфликт или любые другие конфликты в пределах территории постсоветской зоны. Я когда-то назвал СНГ большим колхозом без прав. Такой колхоз неизбежно развалится, и это по существу уже случилось. Вот как вы подобную оценку бы вы знаете, прокомментировали? здесь мотивация совершенно четко обозначена, потому что азербайджанская сторона не удовлетворена решением конфликта по Нагорному Карабаху, и отсюда оценки. А потом, скажите, а разве мы сейчас не слышим массу негативных оценок Европейского Союза? Огромное количество, но тем не менее Европейский Союз существует. Я думаю, что тут как бы сравнивать не хотелось бы эти структуры, потому что все-таки разные признаки были положены в основу их формирования, но тем не менее вот нечто общее в этом случае имеется. Спасибо. Павел, скажите, вот у нас буквально 28 сентября в Ялте состоялся саммит глав правительств стран СНГ. И фактически вот в информационном пространстве, куда ни залезь, кроме того, что этот саммит действительно состоялся, никакой иной информации толком не найдешь. То есть о чем говорили, к чему пришли, что собираются делать? А нужно понимать, что такой информации не будет, потому что на самом деле все решения в структуре, подобные Содружеству независимых государств и всех интеграционных экономических объединениях, они принимаются не в результате какой-то широкой дискуссии в рамках каких бы то ни было экспертных площадок. Они принимаются в рамках кулуарных договоренностей между теми лидерами, которые возглавляют постсоветские страны. Причем, когда мой коллега говорил о том, что из себя представляет СНГ, мне кажется, что можно было бы этот ответ дополнить. Вот что такое СНГ? Да? Вот мы должны разделить, что такое СНГ с политической точки зрения, с экономической точки зрения и с точки зрения качества жизни в этом интеграционном таком вот объединении, которое действительно создавалось для цивилизованного развода и для цивилизованного распада Союза. С политической точки зрения это набор стран, в которых сформировались такие постсоветские, довольно авторитарные модели, где... разной степени авторитарности. С разной степени авторитарности, безусловно, потому что нельзя, например, на одну планку ставить, наверное, все-таки Россию и Туркменистан. Но, тем не менее, это авторитарное государство с авторитарными политическими режимами, с несменяемыми системами власти. С экономической точки зрения это в основной своей массе сырьевые государства, которые делают ставку на сырьевой экспорт, с довольно устаревшим технологическим укладом. И нужно понимать, что когда мы будем оценивать любые интеграционные процессы, которые происходят в рамках СНГ, мы должны понимать, на базе какого фундамента политического и экономического нам предлагается в этих интеграционных объединениях участвовать. Понятно. Рустам Бей, вы являетесь таким, апологетом, можно сказать, как раз-таки вот интеграции в евразийское пространство. То есть, по крайней мере, смотря за вашими комментариями, некими публикациями, выступлениями, понимаю, что вы как раз сторонник того, чтобы Украина двигалась в евразийское пространство и в разные структуры. Скажите, вот в рамках Содружества независимых государств Украина, мы знаем, де юре не является членом СНГ, но хотя по факту активный достаточно участник. Является. Украина член СНГ. Член СНГ. Но устав же не был... Нет, вот я проинформирую. Украина является членом СНГ, но не является членом Евразийского Содружества и не является членом Таможенного союза. Это да. Хотя ее туда активно приглашают. Зовут и лоббируют. Вы знаете, отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что СНГ в известном смысле на сегодняшний момент исчерпала
вот ту энергетику, которая закладывалась в него после развала Советского Союза, как некую дискуссионную площадку. Вы хотели задать вопрос? Я хотел сказать, а вот соглашение о зоне свободной торговли, оно не придаст что-то, Вы знаете, какого-то импульса такого? я бы хотел все-таки говорить о том, что в сегодняшних интеграционных процессах, которые в целом в мире идут, вы знаете, что создается, многие страны сегодня руководствуются исключительно экономическими интересами. Это же поняли и в Москве. Есть две стороны одной медали. С одной стороны, есть вполне понятные экономические выгоды в такой интеграции. Ну, например, союз Белоруссии, сегодня Казахстана и России привел к росту валового внутреннего продукта в этих трех государств благодаря вот этой интеграции на 15%. То есть рост доходов от торговли, от снижения таможенных пошлин в торговле между странами привел к экономическому эффекту. Но есть другая сторона медали. Есть вполне очевидное опасение, в том числе в Украине, в том, что Москва, кроме экономических интересов, может продвигать некое политическое влияние. То есть, по сути дела, создавать опять есть угроза суверенитету Украины, и что Украина, равно как Беларусь и Казахстан, вновь станут частью некой огромной империи, которую можно как угодно называть, Российской империей и так Вы далее. согласны с таким? Я согласен, что риски есть. И что, анализируя посылы Кремля в создании подобных таможенных союзов или Евразийского экономического сотрудничества, нужно понимать и геополитические амбиции Москвы. Сегодня в Москве вполне очевидно хотят воссоздать то, что называлось в 1991 году Советским Союзом. И поэтому нужно активно анализировать все те экономические посылы и выгоды, которые сегодня декларируются, не скрывается ли за этим попытка получить политическую зависимость или потерять независимость государства, в данном случае Украина, от Российской Федерации. В этом смысле сегодня, я думаю, необходимо все-таки гораздо более внимательно смотреть за тем, что называется Евразийский союз. Смотреть внутренние документы, смотреть экономический эффект, в том числе для Украины и для Крыма. Для Крыма выгодна, в частности, подобная интеграция. Значительное количество наших предприятий, промышленного комплекса в значительной части сбывает свою продукцию на территории Российской Федерации. Снятие таможенных пошлин и барьеров приведет к росту производства на этих предприятиях. Понятно. Я вот, кстати, к тому, что вы говорили, хотел бы привести выдержку из статьи, которая была напечатана в журнале Российского института стратегических исследований, учредителем которого, собственно, является и президент Российской Федерации. Называлась она «Россия, встань и возвышайся». И там вот такая фраза. Может ли Россия снова стать империей? На наш взгляд, ответ на этот вопрос очевиден. Россия может быть только империей, иначе она погибнет как цивилизация. То есть вот когда в таких журналах такого государственного института подобные статьи стратегического характера звучат, то, естественно, опасения такие возникают. В России идут сложные процессы сегодня. Да, действительно, в части российской элиты существует устойчивый миф о том, что Россия может существовать как некая империя, как некое государство, которое дистанцируется от общепризнанных демократических ценностей. С другой стороны, показали недавние события в Москве, что значительное количество россиян уже тоже хочет серьезных изменений в руководящем курсе, официальном курсе Москвы. Если это произойдет, если Россия станет более демократичной страной, субъективно я об этом говорю сейчас, вполне возможно, что на базе бывшего советского пространства может появиться действительно экономический союз по подобию Европейского Союза, где во главу будет ставиться национальная независимость конкретного государства, с одной стороны, с другой стороны, прямой экономический эффект от сотрудничества. Спасибо. Алибей, скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения все-таки, я хочу завершить, наверное, разговор о содружестве независимых государств, такой определенную часть его. Насколько неэффективно все-таки это объединение и действительно ли вы согласны более с господином Филатовым, который считает, что достаточно удачное было объединение, или с господином Тимиргалиевым, который говорит, что уже исчерпало свой ресурс данный? Господин Тимиргалиев сказал о том, что сообщество независимых государств СНГ, оно было создано как дискуссионный клуб. Я с этим категорически не согласен. Но в целом я согласен с тем, что именно структура СНГ выполнила свою наиважнейшую функцию. Потому что никто не ожидал, что такой монстр, как СССР, вдруг так развалится. И когда развился СССР, то международное сообщество не беспокоило там между их, так сказать, какие-то взаимоотношения, которые могут перерасти в конфликты, и даже в очень кровавые, даже тот же Карабах или тот же Приднестровье. Но их очень беспокоило это ядерный потенциал, который оказался, можно сказать, открытым.
И поэтому СНГ создали, были вложены огромные гранты, была оказана гуманитарная огромная помощь, но только лишь с одной целью, чтобы ядерный потенциал собрать в одном месте, в руках России, ну как основной правопреемник СССР. И это было сделано и с Украиной в 1994 году, меморандум будапештских государств-участников, они гарантировали безопасность и целостность Украины. Но СНГ абсолютнейшим образом это не то образование, которое может создать некие, так сказать, новые предпосылки для экономического развития. Все определит рынок, все определит ментальность, все определит способность того или иного государства, того или иного народа начать развиваться. Поэтому СНГ он выполнил свою функцию, но на сегодняшний день предлагаемые проекты в рамках Евразес, это евразийский проект, еще Сахаров предлагал что-то наподобие, но он не подразумевал то, что предлагает сейчас. И таможенный союз, по большому счету, и те же структуры СНГ, они не имея координирующих органов, национальных органов, они не имея уполномоченных в законодательном порядке, они абсолютным образом, ну как бы сказать, бесхребетные. Поэтому СНГ выполнил свою функцию. Другое дело, что сегодня как будет развиваться государство. Я, например, абсолютным образом не хочу критиковать политику, например, Путина, который, ловко манипулируя, как жонглер, где-то даже блефуя, используя вот эту конфигурацию, так сказать, аббревиатур, он смог, утверждая о том, что только лишь в рамках таможенного союза, значит, Казахстан, Белоруссия и Россия, они будут вступать в Всемирную торговую организацию, все-таки на каком-то этапе, это было где-то, кажется, июль 2009 года, 7 июля американцы категорически сказали, что этого не будет, и таможенный союз не сможет в рамках 3 государств стать членами ВТО. Уже 10 июля господин Медведев, президент России, сказал, что вообще-то и реалистичнее будет, если Россия отдельно вступит. То есть сам факт того игры, можно сказать. Нормальное явление, это геополитика. Пустых мест в геополитике не бывает. И тот, который кому-то доверяется очень в каких-то мифических и мифологических аббревиатурах, он в конце концов может оказаться у разбитого корыта. Я не хочу, чтобы Украина оказалась у разбитого корыта. Я хочу, чтобы был бы учтен вот этот опыт российской дипломатии, так сказать, в кавычках. И поэтому я думаю, что у Украины, во всяком случае, как и у стран СНГ, сегодня нет устойчивой такого, знаете, скоординированной позиции, чтобы объединиться. Оно видно на сегодняшний день, то, что происходит в Центральной Азии. Они, в конце концов, поняли, что они оказались где-то разменной монетой в политике Путина между китайским фактором и российским. Поэтому я отношусь к этому очень скептически. Но СНГ выполнила свою функцию в рамках ядерного потенциала, который оказался теперь в безопасности. Буквально несколько слов все-таки по поводу СНГ. Все-таки те, кто считал, что СНГ это лишь только форма развода, они все-таки ошиблись. И вот каждый по-своему сейчас фактически подтвердил это, потому что 20 лет существует СНГ, и вы знаете, вот хоронят его на протяжении всех 20 лет. То есть вот СНГ умрет. Вот сегодня мы слышим это то же самое. И проблема, как мне кажется, даже не в самой структуре СНГ. Проблема в другом. Мы можем приводить массу цифр, фактов, там, критериев, направлений, тенденций, трендов и прочее. Очень красиво описывать ту или иную модель. Но давайте просто вот реально посмотрим на ту геополитическую ситуацию, которая сложилась, может быть, не в Евразии, а вот в Европе и с кусочком Азии, там, то, что входит в состав Российской Федерации, то, что представляет там Казахстан, Средняя Азия. Есть определенная модель взаимодействия, которая сложилась в Европе. Кстати, Европейский Союз, может быть, кто-то не знает, возник в феврале 1992 года. И возникновение Европейского Союза была реакция на распад СССР. То есть до этого они существовали на уровне там, экономических связей и так далее. То есть необходимо просто эти территории, которые там провозглашают себя государствами, каким-то образом контролировать и упорядочивать. Значит, я считаю, что
Украина, если речь идет сейчас об Украине, вряд ли может получить место в структуре Европейского Союза. И не только по экономическим соображениям, но и по культурно-цивилизационным прежде всего. Потому что эта территория, она развивалась исторически в рамках вот этого пространства, которое называлось Российской империей, там, Советским Союзом. Сейчас предлагает этому пространству дать название Евразийский Союз. То есть именно здесь, вот в этом, так сказать, пространстве, в этом доме место Украины, потому что другого варианта, другой альтернативы, по сути дела, нет. И я думаю, что основная проблема для нас – это не смотреть, как хорошо в Европе, допустим, или в Соединенных Штатах Америки, в экономической сфере, в сфере там, комфорта и так далее. Хотя тут тоже есть масса вопросов, не везде в Европе очень хорошо, и с экономической точки зрения в том числе. И не для всех там очень хорошо. Заниматься проблемами нашего общества. Потому что, к сожалению, вот то, что произошло в 1991 году, можно выразить очень краткой фразой, когда боролись с политическим режимом, развалили страну. То есть борьбу с режимом свели к развалу страны. То есть СНГ в этом смысле выполнил и выполняет свои функции по сохранению этой территории. И очень простой вопрос и очень ясный ответ на него. Вот куда едут азербайджанцы на заработки, основной массе? Не в Турцию, даже не в Европу. Они едут в Москву. Куда едут понятно, и так далее. продолжение, Понимаете? да. То есть это все, вот эту модель нужно не искать кусочком этой модели место, где теплее. Там ничего не получится. А пытаться здесь сделать, вот именно вот в этом контексте следует рассматривать политику Российской Федерации. Российская Федерация, вот к слову сказать, она достаточно прошу прощения за тавтологию, самодостаточное государство. И у России просто есть определенная историческая миссия, которую она обязана выполнять, и она ее выполняет. Миссию вот по надзору над этой территорией, понимаете? Потому что самодостаточность России очень легко и просто определяется. Она имеет все необходимое для того, чтобы нормально существовать. Кстати, в Российской Федерации гораздо меньше процент людей, которые выступают за реинтеграцию, нежели на Украине, допустим, к слову сказать. То есть говорить о том, что Россия там мнит из себя какую-то империю, которая хочет всех подчинить, это совершенно не так. Это первое. Второе. Империя – это слово, которое стало ругательным благодаря, мне кажется, просто совершенно некорректным определением самого этого понятия. Империя – это совершенно нормальное состояние, это состояние держателя, когда государство обеспечивает спокойствие на огромной территории. Империя – это власть. Власть в лучшем смысле этого слова. И, кстати, опыт Российской империи, ее существования, он достаточно положительный. В различных аспектах. Секундочку. Давайте определимся. Раз уж у нас, во-первых, мне кажется, в разговоре возникло несколько фигур умолчания. Давайте сразу определимся. Когда мы говорим об СНГ, мы говорим не только об СНГ, но и о тех интеграционных процессах, которые тут происходят. Да? И Евразес, и Таможенный союз, и в перспективе Евразийский союз. Ключевой вопрос стоит не в том, Украине интегрироваться в Таможенный союз или нет, а Украине интегрироваться в Таможенный союз или Евразийский союз. Потому что современный мир — это не мир независимых государств, как сказал один мой хороший знакомый, это мир наиболее эффективных систем взаимозависимости. Поэтому это ключевой вопрос. Это один момент. Просто мы его не проговорили. Второй момент. То, что касается империи как лучшей формы власти, худшей формы власти, давайте сразу расставим точки над «и». Когда мы говорим об империи, мы должны понимать, что существует два типа империй. Первое – это континентальная империя, такого образца, как, например, представляла из себя Российская империя или Советский Союз. Второе – это островная империя. Разница между ними очень проста. Континентальная империя, она строится на идеологических принципах, а островная империя, она строится на экономических принципах и ценностях в первую очередь. Континентальная империя, повторюсь, там Российская империя или там Советский Союз. Островная империя, такие империи, как британская, голландская, португальская, испанская и многие другие. Речь идет именно о том, что если континентальная империя, в том числе, она занимается
не в последнюю очередь, облагораживанием метрополий. И в Москве, там, условно говоря, там, в 50-е годы, 60-е сидели и думали, что Средней Азии нужно не только школы построить, но еще и театр с балетом создать в столице каждой союзной республики, то островные империи, они заточены в первую очередь под добывание экономических преференций из своих колоний. Та модель экономической интеграции, которая сегодня предлагается Москвой бывшим союзным республикам, как раз-таки строится и исходит из концепции уже не континентальной империи, каковой Россия была на протяжении последних 5 столетий, начиная с позднего Московского царства и заканчивая поздним Советским Союзом. А именно идет речь об интеграции по типу островной империи, где той же Украине, той же Белоруссии, тому же Казахстану Вы будут сторонник отведены евразийской интеграции, очень узкие экономические рамки рынков сбыта, поставщиков трудовых ресурсов, буферных государств на случай каких-то конфликтов в регионах чуть южнее Центральной Азии и так далее, и так далее, и так далее. Вот мы должны эти вещи проговорить, а только потом уже, мне кажется, приступать к дальнейшей дискуссии. Я прошу прощения. Реплику. Просто реплика. Ну, давайте отдадим понимаете, Андрею вот Сергеевичу, и при потом всем вы. уважении вы перепутали все, что можно перепутать. Потому что вы начали с известных геополитических концепций, да, в соответствии с которым это природное качество, островная, континентальная, которое изменить нельзя. И тут же вы поменяли Россию, да, то есть противоречие как раз вот той концепции, с которой вы пытались построить. То есть это есть манипулирование. Это не манипулирование, Понимаете? это И логика тут вы- современного политического То есть, процесса. да нет, Хорошо, логика давайте современного дадим политического Алибею Я тоже как раз прокомментировать. согласен с Павлом в его определении вот той модели экономического, так сказать, союза, который предлагает Россия. Но хотел бы я другое сказать. Мы все были свидетелями поездки президента Украины недавно на 67-ю, так сказать, сессию Генеральной Ассамблеи ООН. И как ни странно, в своей речи он черным по белому четко, можно сказать, затребовал, а он имеет право, потому что все-таки Украина выполнила свои обязательства по ядерному оружию, по ядерным запасам, затребовал от США и назвал США как основной гарант его безопасности и территориальной целостности. Интересно получается. Значит, как приходит требовать каких-то гарантий территориальной целостности и безопасности, мы должны требовать от США и Европы. Но как приходит, значит, момент экономического развития, вот мы обязательно должны вступить в таможенный союз, которым целым является аморфным состоянием. На самом Господа, поймите правильно, это аморфное состояние, ни более, ни менее. Как это? Мне кажется, мы Таможенный должны союз? понимать еще одну простую Каким вещь. образом? Украинское руководство не будет интегрироваться в таможенный союз до самого последнего. Правильно, И даже газ, обещанный по $160 за 1000 кубометров, не является достаточным аргументом для того, чтобы с этим согласился государственный олигарх Борис Колесников или настоящий олигарх, если угодно, там, Петр Порошенко или Сергей Тигибко. Мы должны понимать одну простую вещь. Украинское руководство отлично отдает себе отчет, что те олигархи, которые есть в современной Российской Федерации, это те же самые олигархи, как и украинские, только более зубастые. И поэтому вопрос интеграции в таможенный союз может возникнуть в голове украинских лидеров только в том случае, если санкции со стороны западного мира по отношению к официальному Киеву, ну, примерно будут такими же, как они были к Гвинее-Бисау в середине 90-х годов. Вот и все. Я просто хочу сказать, я не выступаю в качестве агитатора Украины за вступление в таможенный союз. Я просто пытаюсь проанализировать ситуацию. Понимаете? То есть в этих конструкциях современных, геополитических, которые возникают в середине, по сути дела, 19 века, каждая страна, особенно вот на такой территории, как Европа, должна определиться. То есть куда-то пристроиться, в какую модель вписаться. Украина в европейскую модель не впишется. Это однозначно, это всем понятно совершенно, потому что слишком много непохожего и в культурной, и в цивилизационной, и в экономической. Что, например? Она может вписаться туда лишь только Галицией, вот этим маленьким кусочком. А что, И например, всё. из культурно-идеологических вещей не похоже, на ваш взгляд? Значит, ну, во-первых, речь идет о том, что совершенно иной цивилизационный тип характерен для основной территории Украины.
отличный от европейского типа, это российский цивилизационный тип, это совершенно иное строительство жизни как таковой, потому что именно культура обеспечивает строительство жизни. Я хорошо, чтобы как бы, я пытаюсь себя сдержать, не углубляться в научную терминологию, вот приведу простой пример. Если цивилизация – это дом, которые строят люди. Мы можем допустить, что как строят цивилизацию, так могут возводить дом. Вот европейская цивилизация – это европейский дом. И задаю вопрос, кто строил этот дом, кто строил европейскую цивилизацию, какие этнокультурные компоненты легли в основу строительства этого дома. Французы строили, да, немцы строили, да, англичане строили, да, итальянцы и так далее. Предки современных украинцев участвовали в строительстве этого дома в качестве главных действующих лиц? Нет, не назовем ни одну фамилию. А российский цивилизационный дом, русский мир, русский дом строили предки современных украинцев? Я заканчиваю. Да, и строили, и не только в качестве прорабов, но и в качестве архитекторов Да в том числе. прекратите, Вот ну, это, вот куда я уж. просто Если доходчиво взять только лишь одно объяснил крепостное вам, право, что- которое в чем официально принципиальная просуществовало разница до культуры 19 века цивилизационных в типов. России. Вот и всё. После этого о каком-то русском Поэтому- мире, о цивилизации вообще говорить нельзя. Мне просто В кажется, 1861 году отменено крепостное право, Я когда думаю, русский А в торговал Штатах вы русским. знаете, когда было отменено оставьте. рабство? на самом деле, В начале 20 я века. буквально Штаты одна позднее, небольшая русский мир. реплика Ваше по отношению успокойтесь. к своему визави. Вы знаете, вы правы в том, что Украина в каких-то вещах представляет из себя иное цивилизационное пространство, нежели там отдельные страны Западной Европы. Но мы должны понимать, что при всей разнице непохожестей сумма общего, наверное, все-таки перевешивает. И если мы посмотрим на вообще такое интеграционное объединение, как Европейский Союз, мы увидим, что в нем присутствуют самые разные страны с самым разным цивилизационным укладом. Это и православная Греция, и абсолютно католическая Польша. Это Великобритания с англиканской церковью. И это, например, Германия, в которой, опять-таки, существуют самые разные конфессиональные принадлежности. Мы должны понимать, Кстати, что Германия существует... тоже континентальное, собственно, государство. Мы должны Да, понимать, такое. что существуют модели, доведенные до... знаете, это такая праволиберальная модель, доведенная до абсолюта, как в Великобритании, и при этом есть солидаристские модели в Северной Европе. Евросоюз может быть разным. И разные страны с разным опытом могут войти. Я сейчас не ратую за то, что Украина должна завтра войти в Европейский Союз. Это, кроме того, слишком оторвано от реальности. Но просто мне кажется, что слишком оторвано от реальности мнение о том, что Украина слишком уж цивилизационно не похожа на те страны, которые сегодня участвуют в европейском Очень интеграционном хороший пример. объединении. Православная Греция и славянская Польша как раз находятся на задворках Европейского Союза. И Вы сейчас были в с Польше? Грецией А вы примеры- были в Польше? Был в Польше. А в каких странах Евросоюза вообще были? Я в Швейцарии был, Еще? во Франции Нариман, был, позвольте, в да, Германии сейчас. был, Давайте, в Буквально Чехии был, в Словакии был, в Англии был. давайте мы дадим слово Знаете, да, Рустаму. мне кажется, вы не Рустамбекову. оглядывались. Если проанализировать современную Украину с чистого листа, то мы прекрасно понимаем, что Украина сегодня соткана из целого ряда разных территорий, разных ментальностей. Вы знаете, государство Украина в современных границах никогда в истории не существовало. Западная Украина была частью Австро-Венгерской в свое время империи. Восточная Украина, включая Крым, была частью Российской империи. И сегодня в Крыму и в Украине в целом существует две ментальности. И существует два абсолютно разных геополитических выбора. С одной стороны, с запада наша страна граничит с Европейским Союзом, с известными ценностями, но, к сожалению, с известными проблемами. Вы сегодня знаете о том, что уровень безработицы, кризис высокий в Евросоюзе, и вопрос развития Европейского Союза на восток, то есть на территории Украины, сегодня можно поставить под очень большое сомнение. Они просто не тянут экономически сегодня вытянуть Украину. В частности, и мусульманской Турции тоже было отказано в интеграции в Европейский Хотя Союз. экономически более Хотя, успешная да, страна. Турция сегодня 78 Там были миллионов населения. поставлены условия. 9% валовый внутренний продукт сегодня Турции. Да, есть проблема с Курдистаном сегодня. Рустамбей, вот Да. вы все-таки часто как раз-таки говорите об экономической составляющей. Вот скажите, все-таки выбор между Европой и евразийским пространством, это выбор цивилизационный или экономический? Вы все-таки? знаете, здесь нужно игнорировать цивилизационную модель невозможно сегодня. Есть целый ряд вещей, которые сегодня невозможно в рамках узкого одного дня или экономики рассматривать. Есть история, есть культура, есть язык, в конце концов, который так или иначе определяет
определяет ментальность того или иного человека. Если среднестатистического гражданина Украины перевести, например, в среднюю Францию, то через неделю, через две, даже с отсутствием проблемы языка, он будет чувствовать себя не на своей территории. В европейцах в Европе между итальянцами и французами таких проблем гораздо меньше. Но отбрасывать экономический фактор сегодня невозможно в принципе. Экономика сегодня так или иначе доминирует вот в этих интеграционных процессах. И Украина, выбирая между Европой или Россией, или Евразийским Союзом, должна ориентироваться исключительно на экономические выгоды. И вы Мы считаете, должны что в евразийском прагматично взять пространстве- с чистым листочком и с ручкой и калькулятором посчитать, где нам сегодня выгодно быть. Понимаете? При этом нужно четко понимать, что Украина независимое государство, что любая интеграция не приводит к посягательству на независимость страны как государства. То А есть вот Павел как раз-таки и говорил о том, что Россия сегодня предлагает такую модель, которая приведет вот к потере экономической независимости. И вот, наверное, Белоруссия в какой-то мере демонстрирует, когда Белтрансгаз там и Армения... Белтранскали, Белкали. Да, Павел, у меня и- к вам вопрос. Вы сторонник евразийской интеграции, европейской интеграции или все-таки вот балансирование Украины между, как происходит сейчас? Вы знаете, мне кажется, что я, во-первых, сторонник того, чтобы, когда мы говорили об интеграционных процессах, об интеграционном будущем Украины, мы называли вещи своими именами. Называть вещи своими именами значит следующее. Вообще, один умный человек в Киеве, он сказал, что бессмысленно сравнивать макроэкономические выгоды от вступления Украины в Евразийский союз и в Европейский, потому что тут речь идет все-таки о цивилизационном выборе. И мы должны понимать одну простую вещь. Дело в том, что вот я не случайно спросил своего коллегу по эфиру Анатолия Филатова, в каких странах Евросоюза он был. Это не была подначка. Это был абсолютно прагматичный вопрос. Дело в том, что те люди, которые ездят в Европейский Союз, и те люди, которые ездят в страны Евразийского Союза, возвращаются оттуда и сравнивают две этих цивилизационных модели, в первую очередь по тому фасаду, который они наблюдают. Я фасады не смотрел. Или смотрел не только фасады. Я говорю о цивилизационном фасаде, который связан с уважением к праву частной собственности, разделению властей, сменяемости власти и так далее. То есть в этом смысле вы сторонник европейской интеграции? Мне очень импонирует целый ряд явлений, которые в этом интеграционном объединении присутствуют. И еще один момент. Нужно понимать, что вот вы, Рустам, вы рассуждаете, безусловно, как бизнесмен, как человек, который в том числе и в крымском парламенте курирует вещи, связанные с внешнеэкономической деятельностью. Но нужно понимать, что, условно говоря, для рядового человека, который является наемным сотрудником или бюджетником, для него подобные макроэкономические выкладки, они не очень важны. Потому что мы можем долго рассуждать. Общие, там, я не знаю, общие технологические давайте я вам цепочки, простым единый рынок примером. сбыта и так Простые далее, и примеры так далее. приведу. Но если вы придете и на улице, вот будете с этими примерами подходить к людям, которые вам будут сталкиваться на базаре, они будут от вас отмахиваться. Потому что в их сознании все эти категории, они давным-давно монополизированы классом Павел, крупных собственников. Я приведу конкретные примеры. Сегодня основная масса зрителей телеканала АТР – это крымско-татарское сообщество, многие из которых сегодня трудятся и зарабатывают в том числе и за счет туризма. Работая в Судаке, на Южном берегу, работая, перевозя, допустим, туристов и так далее. И сегодня в Крым приехало 1 600 000 туристов из Российской Федерации. Это примерно плюс 12% по отношению к прошлому году. Эти люди приехали в Крым, в русскоязычную среду. Им гораздо удобнее приехать в Крым, чем в любую другую страну. Почему и растет туристический поток. Оставляют деньги. Эти деньги сегодня так или иначе сказываются на бюджетах конкретных крымчан, в том числе и телезрителей вашего уважаемого телеканала. Если произойдет интеграция Украины в экономическом плане, повторяюсь, исключительно в экономическом плане Евразийский союз, можно предполагать, что количество туристов из Беларуси и России увеличится кратно. Это все так или иначе может сказаться на доходах простых крымчан, в том числе и в сфере туризма. Невозможна интеграция только исключительно на экономических Знаете, мотивах. Уважаемые гости, буквально у нас время заканчивается, поэтому я попрошу очень коротко. Я Да. Али предоставляю. Да. Не, давайте вы. Давайте, Анатолий Сергеевич. да. Значит, здесь все-таки как-то вот Белоруссию пытаются представить каким-то жупелом. Я, кстати, в Белоруссии тоже часто бываю. Вот, знаете, в последнее время тенденция, литовцы едут на заработки в Белоруссию. То есть вот в Белоруссии вот этот вот кризис, который там год тому назад был, он успешно преодолен. Вот. И, кстати, белорусская экономика и белорусская государственность показала свою жизнеспособность. И во многом это стало возможным благодаря вот тесному экономическому, политическому, культурному
союзу, по сути дела, с Российской Федерацией. Во многом благодаря этому. Поэтому пугать Белоруссию не надо. Белоруссию нужно брать в качестве примера. Алибей, вы хотели что-то Я только одно хотел добавить, что на сегодняшний день все-таки вот в этих интеграционных процессах необходимо больше видеть и необходимо чувствовать все-таки политическую позицию. Политическую позицию Украины, которая вступит, значит, и в Евросоюз, или же интегрируется в Евросоюз, или же в Таможенный союз. И разговор тут должен быть достаточно откровенный. Вы заметили сами о том, что якобы у России предназначение такое вот контролировать эту территорию. А мне кажется, что после 2017 года... Это миссия. Да, нет, после 2017 года. В 1991 году эту страну надо было отпустить, как говорится, на вольные хлеба, чтобы она немножко пришла в себя, осознала, что произошло. Кстати, я не против Российской империи. Если бы сегодня в Крыму существовала та ситуация, которая была в Российской империи, было бы здорово. К сожалению, вот время именно. нашей Вот программы мы с вами подошло к концу. террористы. Мы в начале программы задавали вопрос, считаете ли вы, что выгодным для Украины союз, вступление в Таможенный союз или в Евразийское экономическое пространство. За проголосовало 34, а против этого проголосовало 55. То есть небольшой перевес все-таки, по крайней мере, аудитория нашего канала считает, что пока что подобное членство Украины в этих структурах не является для нее выгодным. Но я думаю, это не последняя передача на подобную тему. Я хочу поблагодарить наших гостей за высказанные мнения. С вами был Нариман Джилял. До встречи на новом перекрестке.